Всем привет, дорогие подписчики. Иду на форум дальневосточной занятости людей с ограниченными возможностями. Вот у нас проходит здесь, в спортивном комплексе, 50 лет Победы. А это бассейн самородок. Сейчас он уже приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Здесь секции волейбола есть, плавательный бассейн. Ну, то, что я знаю. Тренажерный зал еще есть. Так, давайте зайдем. Здравствуйте. Так, ну вот зал такой. Сейчас будет регистрация. Мероприятие. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Саве Анатольевичу Михайлову. Уважаемые работодатели, действительно вопрос трудоустройства, занятости граждан с инвалидностью является приоритетной задачей. У нас в республике есть персональное поручение главы республики, указ стратегический о том, что мы должны и обязаны трудоустроить граждан с инвалидностью не менее 50%. Сегодня эта картина, к сожалению, далека до цели задачи. Сегодня в республике у нас трудоустроено более 27%. Цифры колебаются, бывает и 27%. Мы в Российской Федерации находимся в тридцатке, а хотелось бы быть, конечно, в пятерке, в десятке. Лучше на Дальнем Востоке мы уступаем Чукотскому автономному округу. В других регионах, к сожалению, показатели еще низкие. Но все мы вместе, общественные организации, организация инвалидов, глухих, слепых, все наши фонды, все наши общественные организации, благотворительные фонды, органы государственной власти, органы муниципальной власти, в первую очередь учебные заведения. Мы все должны, конечно, в этом направлении работать и работать. Действительно, как работа идет системно, но есть, скажем, куда расти. Поэтому вот Дальневосточный форум, который сегодня начнет работу, завтра и послезавтра нас ждут панельные дискуссии, работа на площадках. Мы там обязательно все вместе обговорим, что еще надо сделать, как будем квотировать рабочие места. У нас есть закон республики, и в федеральном законодательстве говорится о том, что по среднесписочной составу работников мы должны обязательно квотировать одну рабочую силу, если это от 35 до 70 человек работает в учреждении. И там от 70 уже по 2, по 3 человека. Насколько наши работодатели этот закон, они работают. И здесь в этом году в этом вопросе мы должны тоже усилить контроль. У нас где-то в республике более 900 организаций отчитываются, что они это соблюдают. Но, конечно, здесь очень много вопросов. У нас есть вот сегодня, как раз после открытия, сразу мы начнем работать по актуальным, то есть по сегодняшним данным, те вакансии, которые у нас придут, вот работодатели уже сидят, вас ждут, проконсультируют. Помимо этого наши сотрудники, девушки вот сидят напротив меня, они запишут на бесплатное профессиональное образование, поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. И по текущим вакансиям наши работники Центра занятости тоже вам расскажут, окажут психологическую помощь. Поэтому мы благодарим спорткомплекс 50 лет Победы, организаторов, за то, что вот
линии Министерства труда, по линии Госкомитета занятости, по линии и других ведомств. Есть у нас множество проектов, это открытие своего дела, это соцконтракт, так называемый, да, когда безработный или желающий гражданин может открыть свое дело, начиная с 150 тысяч рублей до 450 рублей. Поэтому об этой программах тоже мы расскажем. Тоже вот подойдете с стендом, да, не в течение дня, надеюсь, побольше будет. Сейчас пока вижу только две кабинки более-менее там расширены, да, и спросите, какие условия есть, что есть. Поэтому эти вопросы мы обязательно все затронем в рамках нашего форума. Всем желаю активного участия. Вот многие, может, не прочитали, не узнали. До часу еще время есть, 3 часа, поэтому, пожалуйста, своим группам, своим знакомым. Не обязательно им шишим работать. Может, кто-то желает поменять место работы или просто интересуется. Позвоните, пригласите. Вот с 10 до часу в спорткомплексе 50 лет Победы будем вас принимать. Всем удачи, не болеть и все вперед. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые участники ярмарки, уважаемые присутствующие, я всех вас приветствую от имени многотысячного коллектива Северо-Восточного федерального университета имени Максима Ахилевича Мосова. Ну, у нас студентов более 19 тысяч студентов в университете. Вместе с работниками наш коллектив где-то около 25 тысяч человек. Очень большой коллектив. Но мы работаем, чтобы именно молодые люди с особыми образовательными потребностями для них были все условия для того, чтобы успешно учиться в нашем Северо-Восточном федеральном университете. Наш университет является ведущим по инклюзивному образованию не только в Дальнем Востоке, но и Северо-Востока Российской Федерации. У нас в этом году закончили 16 студентов, выпускников 16. Из них 8 выпускников трудоустроились по специальности, 6 студентов продолжают свое обучение в магистратуре, они решили еще продолжить обучение, и 2 студента это по семейным обстоятельствам, они по уходу за ребенком сидят. Поэтому по трудоустройству у нас ежегодно очень хорошие показатели. Наши студенты с особым образованием потребностями учатся даже лучше, чем обычные студенты. Как правило, процент качественно студентов, которые учатся на качество, бывает выше, чем у обычных студентов. Это показывает то, что наши студенты с особым образованием потребностями более прилежны, они больше времени уделяют истории. Поэтому показатели бывают лучше. Ну, каждое для общества, для государства уровень развития, уровень цивилизованности показывает, насколько инклюзивного образования развито, насколько все граждане имеют равные шансы для трудоустройства, для повышения своего качества жизни. Поэтому я очень благодарен, что наши соответствующие ведомства, органы управления уделяют большое внимание, чтобы инвалиды
инвалиды, люди с особыми потребностями могли получить специальность, новые специальности для того, чтобы трудоустроиться. Проводятся такие ярмарки, чтобы повысить активность, чтобы руки не опускали, чтобы все активно участвовали, чтобы у вас была работа, чтобы вы могли улучшить свое качество жизни. Я еще раз всех благодарю за то, что сегодня пришли участвовать, за то, чтобы все, значит, мы позаботились, чтобы наше общество, наше государство было развито. Всем успеха! Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники. Я приветствую всех, кто нашел время, смог сюда прийти. Особенно, конечно, молодежь нашу, молодежь с проблемами здоровья. Я сам такой же человек. Я вот с детства почти не вижу, окончил школу слепых детей, но сейчас работаю в Александро-Восточном федеральном университете. Я желал бы, чтобы и вы, ребята, молодежь 18, 35, 50, 60 лет люди, чтобы стремились к образованию, чтобы получали не только среднеспециальное, но и высшее образование. Вот я почти не видящий, я кандидат наук. А вы-то молодые, вы умнее меня, вы красивее меня, вы способнее меня. Пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы нашли работу, но чтобы получить высокооплачиваемую работу, нужно хорошее, качественное образование, а именно высшее образование. Поэтому те, кто пришел сюда, чтобы получить место, сейчас, например, рабочее место получить, конечно, сложно, но благодаря работе Госкомитета по занятости нашей республики, которая поддержала данное мероприятие, завтра состоится форум, как вы знаете, который проводит впервые в нашей республике Саха-Якутия Якутская региональная организация Всероссийское общество инвалидов под председательством Ирины Васильевны Лебедевой. Поэтому я выражаю большую благодарность Ирине Васильевне Лебедевой, что организовали такое мероприятие. Это мероприятие проводится, конечно, каждый год, но с каждым годом у нас места должны для молодежи, для людей с проблемами здоровья увеличиваться, чтобы мы могли работать, чтобы мы могли кормить своих детей, чтобы мы гордо поднимали голову, когда проходим по проспекту Ленина, а не наклонившись и сгорбившись. Мы должны быть равными, как и все здоровые люди. Вот я по жизни такой. Поэтому призываю молодежь и людей с проблемами здоровья. Вот я термин инвалид не люблю. Когда меня называют инвалид, я считаю себя оскорбленным. Что такое инвалид? Вы все люди грамотные. Если слабо разбираетесь, прогуглите. Инвалид – это с английского непригодный. Поэтому вот я как ученый, я вот в республике в России прошу отказаться от термина инвалид. Вместо термина инвалид можно использовать, вот сейчас есть официальный термин люди с ограниченными возможностями. Но это тоже некорректно. Ограниченные возможности это не только у нас, у любого человека возможности ограничены. Если он имеет неограниченные возможности, это суперсолдат, но таких у нас нет. Поэтому это тоже термин некорректный с точки зрения психологии. Но, например, используя термин, как я использую люди с проблемами здоровья или в сфере образования, для школьников, для студентов, я уже в течение многих лет ввожу термин школьники, студенты с особыми образовательными потребностями. Перед вами сейчас выступил мой куратор
заместитель ректора Михаил Прокопьевич Федоров, который уже с 5 марта 2011 года возглавляет комиссию университета. Мы в университете создали комиссию по работе со студентами с особыми образовательными потребностями. И буквально вот в пятницу мы проводили заседание, а 26 сентября мы будем проводить ежегодный день природоведения. Я думаю, здесь студенты тоже присутствуют, и студенты других университетов, вузов, СУЗов. То есть, ребята, пожалуйста, 26 сентября мы все желающие можете подключиться на Zoom, послушать наши ежегодные мероприятия День природоведения. Еще всем желаю крепкого здоровья, найти, конечно, обязательно работу. Сейчас работу третьей группы найти более-менее возможно. Но вот второй группе, первой группе найти очень-очень трудно. Поэтому здесь работа Госкомитета занятости должна быть очень трудной. Вы должны принимать соответствующие целевые программы. В декабре, когда проходил аналогичный форум, я предложил ввести целевой фонд поддержки трудоустройства людей с проблемами здоровья. Но, к сожалению, правительство такой фонд у нас в республике еще не принято. Я думаю, все-таки в этом году этот целевой фонд будет создан. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие мои коллеги. От имени организаторов хочу преподнести слова благодарности Государственному комитету Республики Саха-Якутия по занятости населения за то, что нас поддержали, улусным организациям, что приняли наше приглашение и приехали сюда. Я хочу сказать, что в 2018 году впервые был проведен форум занятости инвалидов «Вызов времени» в республиканском масштабе, а сегодня мы проводим на уровне региона. И хотелось бы отметить, что последние годы трудоустройства граждан с особыми потребностями, так сказал Пантелеймон Романович, вызывает положительные отклики среди людей с инвалидностью. И сегодня наше государство в лице нашего главы поддерживает сопровождение инвалидов, поддерживает квотирование рабочих мест. И сегодня мы хотим сказать, что работа идет своим темпом, и мы хотим пожелать всем участникам нашего дальневосточного форума и сегодняшнего мероприятия успехов, удачи, и чтобы вы нашли работу мечты, и эта работа была всегда вам приятна, чтобы она приносила радость, удовольствие, и чтобы вы каждый день, каждое утро просыпались